Миллион недовольных. В Чили митинги собрали рекордное количество человек. Такого в истории страны еще не было. Люди недовольны очень многим. Невозможно получить достойное бесплатное образование, квалифицированную медицинскую помощь. Зарплаты маленькие, тарифы растут. На сей раз Чили. После повышения цены проезда в метро, Сантьяго и пригороды столицы охватили протесты. Около миллиона человек вышли на улицы, а всего лишь подняли на 30 песо. Это 4 евроцента. Неужели из-за этого миллионный протест? У нас вон каждый год такое, как по часам поднимают, и ничего. Со 2 января в Москве проезд в общественном транспорте станет дороже. Стоимость проездных билетов в Москве в новом году вырастет почти на 7%. С Нового года в столице повысится стоимость проезда на общественном транспорте. На самом деле не все так просто. Чилийские протесты действительно начались после повышения цены проезда. Примерно неделю назад студенты организовали первую акцию. Они заходили на разные станции метро в Сантьяго и демонстративно перепрыгивали через турникеты. Так продолжалось несколько дней, но уже в пятницу протестующие стали громить эти самые станции. Подземку в городе полностью закрыли, а люди поднялись наверх и пошли в торговые центры. На сегодняшний день, по официальным данным, погибли 19 человек, 470 получили огнестрельные ранения. Задержано около 7000, а 77 станций метро пострадали. Некоторые из них просто сожгли. Повышение проезда стало последней каплей. Ситуация в Чили очень похожа на российскую. Низкие зарплаты, высокие цены, тарифы растут. Понимаете? Я не понимаю. Нет, разумеется, дело вообще не в этих 4 центах, хотя это тоже не добавляет, допустим, для самых уязвленных и бедных классов населения, это тоже не является, да, какой-то хорошей новостью. Но, конечно же, дело не в этом. Дело в общем состоянии общества. Дело в том, что чилийцы уже немного устали от сложившейся системы. Есть очень много моментов, которые их не устраивают. И дело касается именно социального устройства общества. Не нравится такое количество монополий, не нравится такое количество лоббированных интересов больших корпораций. То есть вот эта вседозволенность. Очень много есть историй, когда, допустим, сенатор проводит закон, получив какую-то определенную сумму денег, да, проводит закон, и в итоге все водные ресурсы страны оказываются в руках и под контролем 7 семей. И после, что происходит с этим сенатором, его отправляют в его дом во Фрутияре. Это великолепный курортный регион, который называют, кстати говоря, Швейцарией Латинской Америки, отбывать свое наказание, да, и таки домашний арест. При этом какой-нибудь скромный продавец в регионе Лос-Лагос, не вручив кассовый чек покупателю, вполне возможно, что у него будут какие-то серьезные проблемы. Бедный живет совершенно какой-то отдельной жизнью, которая никак не соотносится с тем, как живет там даже средний класс и уж, конечно же, класс людей с большим достатком. Поэтому вот это всеобщее недовольство, оно накопилось, и оно просто прорвалось. Эти 4 цента – это, скажем так, просто спичка, которую поднесли ко дну, и вот вспыхнула. Люди по всему миру выходят на протесты, защищая свои права. Будь то Франция из-за повышения цен на топливо, Гонконг против законопроекта или акция в Чили, где, к слову, народ уже добился отмены повышения цен. Но протесты продолжаются и будут продолжаться. Ведь теперь люди требуют отставки правительства. В Сантьяго введен режим ЧС и комендантский час. Привлечены военные. Президент Себастьян Пиньера пообещал провести встречу с лидерами оппозиции, чтобы выработать план социальных реформ, которые будут соответствовать требованиям населения. Он предлагает ряд мер, среди которых повышение пенсий, частичное покрытие расходов на лечение, снижение цен на медикаменты и уменьшение действующих тарифов на электроснабжение. А также правительство намерено установить так называемый минимальный гарантированный доход для всех трудоспособных. Но это еще не все. Накануне президент Чили попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве. Вот как-то так чилийцы тряханули власть.
Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?